Это средняя школа номер 96, расположена в жилмассиве Аккорду. Здесь обучаются более 3000 учеников. Этот учебный год начался в традиционном режиме. Несмотря на первый снег и наступление холодов, в классах, где обучаются дети, довольно тепло. У школы своя котельная, которая расходует в день около тонны угля. Наша школа отапливается углем, в здании тепло. Отопление начали подавать со вчерашнего дня. В каждом кабинете есть термометры. Для обучения детей созданы все необходимые условия. На сегодня Бишкек Теплосеть ведет работу по подключению абонентов к центральному теплоснабжению. На сегодняшний день подключено около 1500 жилых домов, 40 медицинских учреждений и детских садов. Всего около 70% абонентов. Акционерное общество Бишкек Теплосеть обеспечивает теплом и горячей водой порядка 206 социальных учреждений. На данный момент в целом 67% абонентов подключены к центральному теплоснабжению. Из 206 социальных объектов 55 – это школы, 71 – это учреждения здравоохранения и 80 дошкольных учреждений. Отметим, Бишкек Теплосеть обеспечивает теплом около 80% горожан. Остальные отапливает коммунальное предприятие Бишкек Теплоэнерго. Здесь рассказали, что некоторые объекты пока не подключены к сети из-за неподготовки системы отопления. Некоторые объекты здравоохранения южных районов также не готовы к подаче тепла. В некоторых местах тепло получают, в некоторых классах, в некоторых еще нет. Так как сейчас идет регулировка, где есть воздух, сбрасывает воздух, где вентиля, который, может, закрывает какое-то крыло. Вот на этом этапе они сейчас проводят регулировку. Кроме того, есть соцучреждения, это больницы. Это у нас находится в микрорайоне Джалис, больница детская, 4-й горбольница. На данный момент они еще тепло не получают, так как у них еще система отопления не готова. Они попросили отсрочку, еще 2-3 дня усиленно работает. Как закончит, мы подадим тепло. Социальным объектам, а именно школам, детским садам и учреждениям здравоохранения тепло подали в первую очередь, однако там все еще идет проверка системы отопления. Если же учреждения своими силами не смогут решить проблему, то к ним будут направлять специальные бригады. Напомним, в связи с маловодьем в республике гражданам рекомендовано экономить электроэнергию. Достан Касканов, Тимур Садыгалиев, Ала-То 24.